И снова у нас гость. Это Азалия Шигапова, юная мисс Европа 2020. Ух, такая красота у нас в студии. Сразу Доброе же. утро. Доброе утро. Давай поговорим о конкурсе, о участии твоем в конкурсе «Юная мисс Европа». Как это было? Как готовилась? Волновалась ли? Как тебя поддерживали родные и близкие? Ну, хочется сказать, что это был далеко не первый конкурс, в котором я одержала победу. Так. Но для меня конкурс «Юная мисс» и «Мистер Европа» был самым запоминающимся. В первую очередь, потому что конкурс был международного уровня и принимал участие более 200 человек. Вот это да. Конкуренция. Да. Со всей России? Да, со всей России. Конечно же, волнение присутствовало, я считаю, что без этого никак. Но за время всех конкурсов я научилась справляться с ним, чтобы достойно представлять республику на конкурсах. Да, ты действительно уже опытная участница всевозможных конкурсов. А ты помнишь свой самый первый конкурс? Сколько тебе было лет и какие эмоции ты тогда испытывала? Да, я очень хорошо помню свой первый конкурс, мне было 10 лет. Так. Это было в 2016 году, конкурс «Мини-мисс Татарстан» в нашем родном городе Казань. Если честно, тогда я вообще не рассчитывала на победу. Для меня это было как-то ново, интересно. Но после этого затянуло в модельную сферу, и я продолжила участвовать. Молодец, хорошо. А вскоре в твоей жизни будет еще один такой значимый событие. Это большой конкурс, где он пройдет, и вот подготовка уже началась, да? Какая-то информация, если есть нам. Интересно все, на самом деле. Нам очень любопытно. Да, ожидается конкурс «Юная мисс» и «Мистер Мира». Так. Он планируется пройти в январе 2021 года. Я надеюсь, что все сложится хорошо, и организаторам конкурса все-таки разрешат провести данное мероприятие. Вот буквально только что мне сообщают, что все будет хорошо, и организаторам точно разрешат. Да. Если честно, подготовка пока не идет полным ходом, но после новогодних праздников я начну усиленно готовиться. Да, понятно, что все, наверное, ждут уже точную информацию, чтобы, как начать? Но мы в любом случае верим, что все будет хорошо. Будем держать за тебя кулачки. Спасибо. Вот когда про мистера Мира сказали, ты как подтянулся. Да, конечно же, я такой, сейчас все мистеры мира как включили ТНВ и такие, ну-ка. Да, вот посмотрим понимаешь, на я думаю, конкурентов. что мы предоставим возможность представлять нашу республику нашим таким прекрасным звездочкам. Да. Спасибо большое, что пришла к нам в студию и украсила наше утро. Вот, наверное, все же мы не отпустим Азалию так быстро, да? Никоим образом. Вот такой еще все-таки вопрос есть. Как происходит общение, скажем так, с другими участницами? Все же они подруги или конкурентки? Да, вот как у вас все это происходит? кулисами Желательно до и после конкурса, как вы общаетесь, вот это бы узнать. Интересный на самом деле вопрос. Все считают, что на конкурсе бывают только конкурентки. На самом деле, в чем большой плюс таких конкурсов, что ты находишь новых друзей из других городов. И даже на многих конкурсах ты с ними еще раз пересекаешься. Но я скажу, что я с девочками не конкурирую, и мне кажется, как они со мной, у нас очень добрая, теплая атмосфера. То есть вы поддерживаете друг друга? Да. Ну тогда мы всем участницам всевозможных конкурсов желаем удачи. И Успехов. тебе, конечно, тебе желаем победы. Им желаем успехов. И чтобы вот Тебе всегда в желаем твоей победы. голове вот красовалась вот такая Да, вот корона. по-моему, все очень честно, правильно? Всем успехов, у всех все хорошо, у тебя победа, все довольны, счастливы. По-моему, мы все разложили нормально, главное вот сейчас это сделать осталось, окей? Ну что ж, новых тебе побед и, конечно, чтобы сегодняшний день принес тебе массу положительных эмоций. Спасибо.